Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Кто за вами тайно наблюдает? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, кто же за вами тайно наблюдает? Ух ты, прям сердце вышло. Обратите внимание, да, какое красивое. За вами наблюдают несколько человек. Вот сразу говорю, несколько. Да, это общая отсыпка, но здесь вы не случайно. Вы не случайно попали именно на мой канал. И не случайно вы смотрите именно это видео. Вы должны это знать. Вы нравитесь и нравитесь многим. Вот прям смотрите, сколько людей и здесь. Но они все спиной стоят. Что с этой стороны, что с этой стороны. То есть вы не замечаете того, что вы нравитесь. Вы не замечаете того, что вы многим симпатичны, интересны. Посматривают на вас. Мужчины засматриваются. Вы знаете, такое впечатление, что вот вы идете как-то вот смотрите в одну точку, да, и крайне необщительный, например, с противоположным полом. Либо противоположный пол, видя, что вы такая вот вся прям занятая, деловая, либо очень строгая, да, они побаиваются к вам подходить. То есть люди со спины на вас посматривают, вам в спину смотрят, о вас говорят. Вы знаете, вы... Тема, вот есть какая-то группа, например, мужчин, либо группа людей, где вас постоянно разбирают, но разбирают в хорошем плане, то есть не осуждают ни в коем случае, а наоборот, с восхищением. Кто-то, может быть, даже пример вас ставит своей жене. Например, чей-то муж говорит своей жене: вот посмотри, да, на нашу замечательную девушку. И всегда чистая, аккуратная, приятная, деловая, активная, да, а вот ты у меня там то. Женщины, вот сразу говорю, женщины вас недолюбливают. Вот критикуют, возможно, даже. Но все равно, даже вот те, кто особо критикует, понимают, что вы на несколько голов выше идете. То есть вы такая прям статусная, вот прям конфетка, хочется сказать, звездочка. Вы знаете, есть мужчина, который вас вспоминает очень часто. Это мужчина из какого-то вашего прошлого. Может быть, бывший муж, может быть, бывший парень, может быть, какой-нибудь там возлюбленный, да, несостоявшийся. Вот вспоминает о вас, но между вами слишком много всего. И тут и расстояния могут быть, и, может быть, и несвободность этого человека, либо ваша несвобода, но тем не менее. То есть он о вас вспоминает постоянно, вы ему даже снитесь. Может быть, человеку хотел бы вас найти, а может быть, уже даже нашел. То есть ему очень хотелось бы, чтобы вы ему сказали, что да, я, например, свободна, ищу отношения, и он бы как бы напросился так случайненько. Не нагло, но так вот, знаете, с хитростью. Человек знает вас. Вот прям знает все ваши, например, сильные стороны. Знает, что можете послать, знает, что можете, прям в лоб спросить. Поэтому у вас немножечко побаивается. Но хотелось бы с вами встретиться, пообщаться, по возможности влюбить в вас в себя, да, войти в вашу жизнь. Но тем не менее, кто искренне вас любит? Тут двое выходят. Вот как хотите, вот один, вот второй. Один человек явно с вами где-то рядом находится, коллега, сосед, может быть, даже какой-нибудь, не знаю, может быть, даже руководитель ваш, понимаете? То есть человек вас очень любит. Кстати, может быть, даже вот если вы, например, в браке и смотрите эту цыпочку, тот человек, который с вами рядом живет, мужчина ваш. Может быть, вы в браке были, развелись, да, но живете на одной территории. То есть этот человек как будто бы ограничен в проявлениях. То есть он может быть не свободным, например, сосед, женатый, по вам слезы льет, тоскует по вам, наблюдает за вами. Может быть, на работе коллега тоже не свободный. Либо мужчина, с которым вы порвали все отношения. То есть он думает, что вот как же так, да, вот упустил, а на самом деле любит, причем любит очень сильно.
Может быть, между вами какие-то вот препятствия в виде недопонимания, может быть, какой-то даже агрессии, либо ругались сильно, да, претензии, обиды есть, и это не позволяет этому человеку признаться в своих чувствах. Но тем не менее, вы знаете, любят вас. Любят, но оба отвернуты. Второй человек, кто вас любит, это человек, ну где-то он, знаете, вот как вас в интернете, что ли, видит. Либо какую-то вашу фотографию имеет. То есть он где-то вас любит, но не вас, как вот женщину, да, живую из крови и плоти, а вот ваш образ. Я не знаю, как это правильно объяснить. У вас с этим человеком вообще никакого ни общения нет, ни свиданий, ни разговоров, ничего. Он где-то любуется на ваш образ. Либо запомнил ваш образ. Может быть, это был случайный прохожий в толпе, который вот вас выделил, да, и вы его покорили. И теперь человек мается, думает, как бы вас найти, как бы с вами пообщаться. Возможно, этому человеку вы просто приснились. Вот смотрите, вот этот будет вас искать. Вот этот будет молчать, а этот будет вас искать. Когда он вас найдет, он от вас не отстанет. Это, знаете, как любовь с первого взгляда. А вот этот вот молчит. Потому что пути отрезаны. Здесь вообще никаких возможностей нет на ваши отношения. Вы не пойдете в любовницу, вы не пойдете в любовный треугольник. Вы знаете себе цену и правильно делаете. Никак не получается здесь. Но этот человек, вы знаете, если что случится, он первый придет к вам на выручку. Первый придет помощь предлагать. Первый будет вас спасать, выручать, навязываться в помощники. А этот человек, с ним будущее будет. У кого-то, кстати, может отыграться ситуация, что вы на расстоянии находитесь. То есть вы живете там в одном городе, в одной стране, а он живет совершенно в другом. И сейчас, в сегодняшнем дне, есть какие-то вот прям действительно непреодолимые препятствия. То есть вживую увидеться, пообщаться, вот нет никакой возможности. Это у кого-то отыграется. Но у большинства человек вас просто вот в толпе вот увидел, да, влюбился, и теперь постоянно о вас думает, мечтает, вспоминает. Вы знаете, мои дорогие, вот у вас очень хорошая отсыпка, вот мне очень нравится ее настроение. У вас здесь ключ и у вас здесь сердце. Ваше сердце вот до сегодняшнего дня, оно как будто бы закрыто было. Да, возможно, были отношения, возможно, вы в браке были, может быть, даже несколько раз. Но вот ту настоящую, чистую, искреннюю любовь вы еще не испытали. В ваше время для любви оно придет. И так как вы полюбите, вы не любили никогда и никого. Что интересно, это чувство будет абсолютно обоюдное. То есть вы полюбите и вас полюбят. Если вы сейчас в паре в браке, и у вас по каким-то причинам, ну какой-то такой деструктивный союз получился, знайте, что какая-то тайна будет скрыта. Какой-то секретик откроется. И благодаря этому секретику ваши отношения приобретут второе дыхание. Мало того, что второе, они еще и приобретут иную форму и иное качественное содержание. То есть ваша любовь, ваша сердечность, она у вас впереди. Вам по судьбе любить и быть любимой. Именно вот в классическом понимании. Без всяких вопросов, без всяких, может быть, там, возможно, но и прочее. Это должно в вашей жизни быть, и это в вашей жизни случится. Но я вам дам такой маленький советик. Почаще смотрите по сторонам. Вы знаете, вот если за вами кто-то будет ухаживать, либо кто-то будет там вам подмигивать, да, с вами там, не знаю, там, давать вам комплименты, там, отвешивать, это замечательно. Благодаря тому, что вы поймете, что вы замечательная, статусная, красивая, привлекательная, вы себя начнете лучше чувствовать. Вы прекрасная роза в состоянии бутона. Вы еще должны зацвести. И не важно, сколько вам лет. Вам может быть 18, а может быть и 65. Неважно. У вас счастье, оно еще впереди. Дождитесь этого момента. И помните, что вы многим мужчинам вскружили голову. Вы для них как самая яркая звезда. Они как маленькие мотыльки все время летят на ваш свет, но крылышки себе опаливают. Уж слишком вы строгая, уж слишком вы гордая, недоступная. Я вам предлагаю просто замечать этих людей. И это будет для вас, вот знаете, такие вот приятные энергетические вливания.
которые будут поднимать вам настроение и повышать вашу веру в себя, в свою привлекательность. Потому что здесь пришла девочка, такая, знаете, ну, все мы девочки, да, в любом возрасте. Очень такая, знаете, себе цену не знающая, то есть себя недооценивающая. Скромность, ну да, скромность это благодетель, но, извините, до каких-то пределов. Вы уж слишком замкнулись в себе на своей жизни. Кто-то считает, что ой, а мне уже там столько лет, кому я нужна? Очень нужна. Поверьте, вы очень нужна. И будущее вам это обязательно докажет. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.